началу следующего месяца в Усть-Илдамском районе пройдут 8-й спортивные игры народов Республики Саха-Якутии. В связи с этим зачастили визиты должностных лиц правительства республики. Так, последнее выездное совещание под руководством заместителя председателя правительства нашей республики Сергея Местникова прошли к концу мая. На перед совещанием приглашенные министры с различных ведомств осмотрели строящиеся объекты и существующие спортивные залы, в которых должны проводиться игры. Осматриваем строящиеся объекты. У нас задание, находимся на стадионе на 1000 мест. Да, до 20 числа мы должны площадку, вот эту всю, то, что по периметру забора подготовить, да, передать коллегам, чтобы культурная программа репетировала. Да, в целом работы идут по графику, здесь нареканий больших нет по этому объекту. Были вопросы по дорожке, да, поставляется из-за рубежа, да, но вопросы решились, дорожка сегодня приехала, на объекте есть, здесь по графику отставаний нет. Были на универсальном комплексе Мындаба. Работы ведутся, график достаточно напряженный, да, принято решение добавить рабочую силу. Думаем, к началу игр у нас эти объекты будут введены в строй и будут задействованы. Насчет финансирования. По финансированию, да, у нас были определенные моменты, связанные с удорожанием строительных ресурсов. В настоящее время уже все необходимые документы подготовлены, да, и эти вопросы уже в ближайшие дни решатся. Со стороны подрядчиков вопросы были по увеличению авансирования. Здесь мы тоже пошли навстречу, приняли соответствующие решения, аванс увеличен. И вообще вот замечаний тогда пока нет. Замечаний? Стройка идет, все вопросы решаются в рабочем порядке, поэтому работаем. На встречу к спортивным играм в селе Барагонцы и Мындава строятся 2 объекта. Это стадион с трибуной 1000 мест и с переносными стульями на 3000 мест. И зал единоборств с общежития. Во время объездов объектов зампред, министры и глава района, также начальник управлений сели в одном автобусе. И там же обсудили дополнительное финансирование для ускорения подготовки и строительства. Работает, опять же, выездной оргкомитет по подготовке к играм. Действительно, подготовка к играм, я хочу отметить, что проходит, конечно, в очень трудных условиях. Фактически у нас срок был 3 года, из них как раз с 2020 года начала пандемии. И по ценообразованию, по повышению цен всегда возникали вопросы. Поэтому мы благодарны нашему правительству, Илдархану. Тем более Сергей Васильевич Местников, как председатель оргкомитета, постоянно еженедельно держит руку на пульсе. Поэтому, конечно же, при подготовке к такому масштабному мероприятию возникает очень много вопросов. Строительство, инфраструктура, дороги – это все объекты, которые на виду. Кроме этого, идут очень большие работы по подготовке к местам проведения, местам проживания. Поэтому действительно очень широкий масштаб решаемых вопросов. И сегодня, конечно, идет объезд, но кроме объезда по пути специально едем в одном автобусе, чтобы на месте сразу решать возникающие вопросы, какое будет финансирование, что будет ответственным, какое министерство. Поэтому, я считаю, проходит очень такой живой разговор и принимаются конкретные решения уже возникших вопросов и задач. Но также хочу отметить, что население района очень сильно сплотилось, поднялось. Только за прошедшую неделю было около 30 субботников, более 1500 человек работали по озеленению, по очистке, по сносу старых зданий. Поэтому такой эффект мультипликативный от подготовки к играм — это не только новые объекты, но и население подтягивается, и в общем все село преобразуется, меняется облик села, облик населенных пунктов, где будут проходить игры. Поэтому мы готовы к большой работе. Сейчас мы выходим на финишную прямую, остается фактически 1 месяц. С начала июня в Усть-Илдамском районе не будет принят план мероприятий, то есть не будут проводиться никакие иные мероприятия, кроме подготовки к играм. Что по розыгрышу путевок спортсменам к спортивным играм? Практически все отборочные соревнования прошли успешно.
Теперь спортсмены усиленно проходят сборы. Также в этом году на спортивных играх пройдут 3 уникальных вида спорта. Ну, к этим играм Усалдан выбрал гиревой спорт и добавил женскую борьбу. Кроме этого, у нас новый вид спорта – это ГТО. И поменяли игру баскетбол. Раньше было 5 человек играли, сейчас на 3 на 3. Ну, получается дворовый баскетбол. Район посетил еще заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий. По словам Андрея Суслова, утвержден медиаплан по освещению спортивных игр народов Якутии на средствах массовой информации. С нашей стороны сейчас подрядчики прокладывают интернет, чтобы он был, и будет с 8 площадок вещания НВК «Саха». Ну и также будут привлечены другие наши провайдеры. Это тоже такие Глус Медиа тоже будут вещать. Ну и корреспонденты тоже будут, порядка там 30 человек тоже будут здесь участвовать. Думаете, все может охватить, которые спортивные события? Или Да, здесь будут не только СМИ наши республиканские, но и в мессенджерах тоже будут, это тоже публиковать, тоже будут по играм. В районе будут видеть, и получается прямая трансляция будет идти здесь по НВК «Саха», и Вести 24 тоже будет это тоже показывать. А привлечение видеоблогеров спортивных? Видеоблогеры тоже будут спортивные, тоже будут участвовать. То есть конкурсы тоже разыграли, они тоже будут участвовать. После обеденного перерыва прошло заседание, в котором было решено направить дополнительные силы и средства к строительству зала единоборств, так как тем строительство вызывает беспокойство. Генеральные директора застройщика и подрядчика дали обещание, что закончат и сдадут объект не позднее 26 июня. Чтобы ускорить темп, увеличили штат работников до 37. Также обратили внимание на вопрос, связанный с заездом по маршруту Нижний Бестяг-Барагонцы и Сотенцы-Барагонцы, так как гости и спортсмены приедут по этим направлениям. Соответственно, попросили Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики провести ремонтные и грейдерные работы, чтобы привести их в норму. Также новый объект ипподром, хотя у нас конные скачки не входят в программу спортивных мероприятий, это не является видом спорта, который включен, аккредитован в спортивные игры, но тем не менее конные скачки всегда являются зрелищным видом, и для праздника мы решили организовать конные скачки. И ипподром, сейчас вся контрактация завершена, на днях уже начнут завозить материалы, пиломатериал, и до 26-го также завершат работы по обустройству этой территории. Там объемы небольшие, я думаю, что администрация района вместе с подрядчиком справится с этой задачей. Конечно, отдельно вопрос обсудили мы сегодня по благоустройству территории села Барагонцы. Во-первых, нужно отметить, что большая работа проведена со стороны населения, жителей села Барагонцы. Все уже внесли большой вклад в подготовку организации спортивных игр, но, тем не менее, еще остается у нас месяц, июнь месяц, для того, чтобы еще краше, лучше, чище сделать территорию села Барагонцы. Покрасить, перекрасить, частникам заменить там старые заборы на новые, там палисадники перекрасить там, и так далее. Это вот сейчас как раз благоприятный период, наступают теплые времена, и в течение июня месяца я уверен, что Барагонцы преобразится. Мы еще будем уделять этому вопросу больше внимания. На следующем нашем заседании оргкомитета будем, во-первых, смотреть все эти места благоустройства, площадки, тротуары, каждый угол, каждый поворот, каждую улицу будем проверять и требовать уборки, очистки и так далее. Также на путях, на этих трассах будет организован и медицинский пункт, и места встречи гостей в торжественной обстановке. Я думаю, что культурная программа здесь организует здесь очень яркое, такое приятную встречу гостей, которые приезжают по этой трассе. Далее, договорились о том, что Минтранс увеличит частоту паромной переправы
по маршруту Кангаласы-Сотинцы до 5 рейсов, до 5 паромов. Они будут следовать постоянно и обеспечивать беспрерывный поток пассажиров по этому маршруту. По улично-дорожной сети также все финансовые вопросы решены, контрактация завершена. Вот опять же июнь месяц, самый ответственный для всех, абсолютно по всем направлениям. Месяц для тем, чтобы завершить работы по бетонированию, по асфальтированию и по ямочному ремонту. Все министры и руководители соответствующих направлений на уровне УЛУСа понимают эту задачу, и я уверен, что мы через месяц будем принимать и подводить итоги всех этих работ. В данное время все силы и средства брошены на подготовку масштабного мероприятия. Каждую неделю проводятся субботники с участием населения всего УЛУСа. Село Барагонцы ремонтирует 10 улиц. Таким образом, к началу спортивных игр районный центр станет еще краше и чище.